Вот это осталось у нас от ЕГЭ. В 87-й Казанской школе немного повезло. Пока принимали ЕГЭ, их полностью оснастили всем необходимым или антиковидным. Это маски, антисептики, санитайзеры. В новом учебном году такие должны быть в каждом классе, в туалетах, в столовой. Дети будут сидеть каждый в своих классах, учителя будут приходить к ним на уроки. График также составляется посещение столовой, чтобы не было скопления. В новом учебном году в Казани заработают 166 муниципальных школ, из них 40% в 2 смены. Впервые за парты сядут 20,5 тысяч первоклашек. Начальные классы в этом году ждет бонус в виде бесплатного питания, а это более 70 тысяч порций. А старшеклассников профильное обучение. Речь о 5 направлениях, но останутся и обязательные предметы. Обязательно для всех предметы: русский язык и литература, родной язык и родная литература, иностранный язык, математика, история, физическая культура, ОБЖ и астрономия. Маски ученикам носить не нужно, но есть рекомендации для учителей. Если погода позволяет, то такие предметы, как биология, география, природоведение, ОБЖ и физическая культура лучше проводить на открытом воздухе. Проведут школы и работу над ошибками. Результаты нынешнего ЕГЭ ниже. Благо нет такого сильного провала, но тревожный звоночек, поэтому дорожную карту, кто тянет вниз, каким образом вы будете работу организовывать в течение года, наставники, какие школы закрепите или какие другие ряд мер будет. Но они должны быть направлены на то, чтобы мы поправили эту ситуацию. А в Челнах уже есть школа-рекордсмен по приему в первый класс. В 42-ю рвутся более 400 первоклашек. Здесь уже продумывают, как выполнить требования Роспотребнадзора. Гардероб пока открывать не будут. Дети будут раздеваться в своих классах. Их в школе 65, из них 16 первых от А до Р. Планируем задействовать все 8 входов, которые есть у школы, то есть каждые классы будут подходить к определенному времени, к определенному входу. Там их будет встречать классный руководитель и сопровождать в свой класс. Тем временем в детских садах ждут малышей. В Челнах идет приемка дошкольных учреждений. Например, высота ступеней не должна превышать 22 сантиметров, ширина дверных проемов более 1 метра. Огнеборцы оценивают состояние эвакуационных путей. В Казани же продолжит работу 318 садов, 9 из них новые, 10 после капремонта. Алия Хайрудинова, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Казань, Набережные Челны. Наша рука помощи вашему бизнесу. Антикризисные предложения. Телефон 843 5 705 100. Көтелмәгән кунак көттөреп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.